На этом видеоуроке мы разберем один плагин, который нас будет связывать с социальными сайтами. Этот плагин, к примеру, выглядит внешне таким образом. И мы его установим на наш сайт. В интернете есть несколько ресурсов. Основных из них два. Это в данном случае wordpress.org и другая русская локализация, посвященная также WordPress. Находится по этому адресу mywordpress.ru. Здесь вы можете найти русифицированные плагины, переведенные на русский язык. Мы перейдем на ресурс англоязычного контента и рассмотрим вариант wordpress.org. В панели управления вы видите здесь разные есть подпункты поиска. Можно здесь загрузить WordPress, сам движок, но нас интересует раздел плагинов. В данном случае мы будем искать именно тот плагин, который только что мы указывали, который должен нас связывать с социальными сайтами. Называется он Socialize It. Название плагина Socialize It 1.3 версия. Жмем на кнопочку «Поиск плагинов». Этот плагин у нас появляется на самой первой позиции. Нажимаем и переходим на страницу плагина. В данном случае вы здесь найдете описание плагина, каким образом инсталлировать, ответы на вопросы, скриншоты плагина и так далее. Нас интересует загрузка этого плагина. Скачиваем этот плагин к себе на компьютер. У нас идет процесс загрузки, он произошел. Идем в раздел «Вот этот плагин». Мы его скопируем. И я обычно все плагины собираю в одну папку у себя в компьютере. У меня есть специальная папка «Плагины», WordPress. И, к примеру, мы сейчас этот плагин вставим в наш архив плагинов. И он находится здесь. Теперь мы этот плагин установим на сайт. В админке сайта есть разделы «Плагины». Добавляем новый. Жмем на кнопку «Загрузить». Выбираем файл. И в папке для плагинов ищем наш загруженный плагин Socialize. Вот он. Загружаем этот плагин с помощью кнопки «Открыть». Предварительно отмечаем. Активируем плагин. И в параметрах мы увидим, что появляется у нас плагин Socialize It. И мы переходим на настройки теперь данного плагина. Настройка выглядит вот таким образом. Всего предоставлено пока здесь 42 сервиса, 42 сайта. Итак, посмотрим, как происходит настройка этого плагина. Изначально мы выберем те сайты, на которых хотим делать рекламу наших постов и страниц. Выбор этих сайтов производится с помощью отметки каждого из окошек. Мы нажимаем, окошко выделяется, нажимаем второй раз, то окошко выделения пиктограммы исчезает. В данном случае мы выделили Facebook, выделили Одноклассники, YouTube, ВКонтакте, Twitter, Mail.ru, ЖЖ и еще Google. Если вы хотите дополнительно к этому списку прибавить что-то свое, конечно, вы выберете из числа представленных иконок. Этот плагин можно настроить двумя способами. Есть вертикальная настройка
И горизонтальная. Вертикальная настройка, вы уже ее видели, она выглядит вот таким образом. Если же мы выберем горизонтальный вариант настройки, то они будут находиться уже под каждым постом в горизонтальном положении. Мы выберем для себя горизонтальную настройку. Сохраняем нашу настройку с помощью этой кнопки. Отправляемся на наш сайт. Открываем любой пост на нашем сайте. И мы должны увидеть внизу поста наши пиктограммы. Да, вот они тут есть. И если сейчас мы, к примеру, нажмем на кнопку ВКонтакте, появляется такое окно. Можем отметить чекбоксом, что одновременно эта же информация будет экспортирована в Twitter и Facebook. Снимем пока эту задачу. Здесь пишем заголовок и жмем на кнопку «Отправить». Мы пока этого делать не будем, потому что у нас демо-вариант. Если вы все пропишете, то на вашей страничке ВКонтакте появится ссылка на данный пост. Ссылки на Facebook, на ЖЖ, если у вас там есть свой аккаунт, на Одноклассники, на Twitter, на YouTube. И здесь можно подписаться и так далее. Тут еще есть еще. Можем туда и добавить Google. С вами был Сергей Майнагашев.